Испытано на себе. В прошлом выпуске передачи «Испытано на себе» я вам не только рассказал, но и показал с помощью температурных датчиков, что и как греет предпусковой подогреватель автомобиля. Мы с вами выяснили, что масляный картер совершенно не нагревается. Также в автомобиле был промыт радиатор печки, и я надеялся, что это как-то повлияет положительно на температуру в салоне, но, как оказалось, радиатор печки был совершенно чист. Также и температурные измерения до и после показали незначительную разницу. Поэтому в этом выпуске я расскажу вам о следующем важном этапе утепления автомобиля. Друзья, ну что, можно подвести такой небольшой итог. Съемки проходят в течение нескольких дней, поэтому что-то я мог упустить, о чем-то мог забыть рассказать. В общем, сейчас подводим такой промежуточный итог. Тема нашего сюжета – это утепление автомобиля. И параллельно я хотел показать, насколько влияет промывка печки на температуру, да? Но, как оказалось, мой автомобиль для этого не особо подходит, потому что печка была практически в идеальном состоянии, в чистоте. Поэтому сейчас уже мы переходим к следующему этапу. Это утепление автомобиля таким классическим способом. Здесь уже установлена всеми любимая картонка на радиаторе, без этого никак. Соответственно, установлено автоодеяло. Не установлены боковые PET окна, именно вот передние, на задних окнах есть. И нет второго лобового стекла. Сейчас также датчики находятся в салоне автомобиля. Именно салонный датчик нам и понадобится для нашего анализа, потому что после того, как будет установлено второе лобовое стекло и боковые пленки PET, мы посмотрим, насколько это эффективно, да, то есть, ну, понятно, что это эффективно, но насколько, пока неизвестно. Что касается потоков теплого воздуха в автомобиле, то в данный момент идет обдув лобового стекла и обдув на ноги. После того, как будет установлено второе лобовое стекло, можно будет обдув с переднего стекла перевести в салон. То есть уже будет большой плюс в том, что не будет обдуваться такое большое холодное лобовое стекло. Сейчас мы будем клеить боковые PET-пленки и установим второе лобовое на автомобиль. Так, давай я, наверное, протру пока, да? Она еще остыть должна. Да, кстати, в этом году делали эксперименты, PET-пленку на лобовое клеили, да? Да, клеили. И говорят, нормально, да? Ну, блики есть, а все равно. То есть, друзья, вообще установка второго лобового стекла, это как бы не, ну, оно не поощряется, да? Но так как у нас суровые такие климатические условия, то нам просто невозможно без этого обойтись. Тем не менее, если, допустим, автомобиль какой-то редкий, там, допустим, европеец, автомобиль, на который сложно найти лобовое стекло, либо оно очень дорогое, либо в дефиците, то, конечно, можно, в принципе, и приклеить PET-пленку. Но так как у меня есть, так сказать, лобовуха, то, да, ее мы еще и поставим. Причем, хотелось бы отметить, что прошлогодний поролон, он сохранился, и его можно использовать второй год подряд. А вот, допустим, если влага, ну, каким-то образом осталась, сейчас машина же с мороза, например, да, она вообще у меня все время на улице. Феном мы прогреваем и все. Продуем, да? Сразу же. А раньше фен-то не был, газеты. Понял. Мы можем. Я в какой-то год, помню, на другой машине, по-моему, брал этот. Есть же, в ботинки кладут гель специальный, который впитывает. Пару пакетиков туда под стекло. Было такое, это что дело? Я думаю, можно и соль туда, наверное, кидать. Или, да? Вообще надо отметить, что, конечно, если у вас есть свое помещение, гараж, да, тоже теплый там,
есть лишние часа 2, кстати, по своему опыту, да, хотелось бы сказать, если нет особых навыков, то уходит около 2 часов на все про все. То, в принципе, все это можно, конечно, делать самому. Но если у вас там, каждая минута на счету, то, конечно, можно обратиться в сервис специализированный. Вот, например, сейчас я пока рассказываю, думаю, уже будет установлено боковое окно. Да, PET-пленка на боковое окно. Ну, у нас был полный сюжет в передаче «Испытано на себе», посвященный именно установке PET-пленки, поэтому, я думаю, там повторять особо не нужно. Но если кто-то не смотрел, то по-простому PET-пленка, так же как и второе лобовое, превращает ваше стекло как в такой некий стеклопакет. Между пленкой и стеклом появляется воздушный зазор, который не дает запотевать окнам. И машина достаточно хорошо сберегает внутри тепло. Так как у нас сегодня научный выпуск, то датчики, которые находятся сейчас и регистрируют температуру каждые 3 минуты, думаю, это покажут и подтвердят. Насколько будет теплее в машине, я думаю, узнаем уже через несколько минут. Вот сейчас наносится двойной скотч прозрачный. Можно сказать, время пошло. Также устанавливаться PET-пленка будет с возможностью открытия окна. То есть как бы с запасом туда вниз заходит пленка. И при необходимости там, в тот же аэропорт заехать нужно, допустим, если опустить окно, то все это можно сделать. Так, 30 секунд прошло. В среднем сколько на 2 окна заклеить? 5 минут. 5 минут? Все, готово. Ну, вот, чисто заклеить ушло меньше минут. 45 секунд. То есть все равно, да, несмотря на то, что есть шаблон, еще по месту как бы Ну да, подрезается. по арке самой, двери смотрится. На твоей памяти какая самая редкая машина заезжала для Якутска? Самая редкая? Альфара. Как? Альфара. Альфард? Ну, Альфара. Микроавтобус? Ну, Их же достаточно много у нас, нет? ну, он один только клеился у нас. в прошлом году. Только один Альфард клеился. Ну, самая редкая машина. А так большинство, все машины клеются у нас. Лекала на все машины есть. А самая популярная? Саксис? Алион, премки. Алион и премия. Премки, крузаки. Сейчас мы перешли ко второму стеклу. В принципе, при должном уходе можно 2 года как бы ездить, Ну, да, наверное. Желательно, если летом не как-то по открывать. идее можно, только кондиционер направлять в сторону PET-пленки. Чтобы она не Чтобы, нагревалась. да, не нагреваться, она А. просто жару боится так, самого. Кстати, только вот, да, сейчас закончим с этим окном, и я покажу вам пленку, которая, по-моему, уже, либо даже 3-й год уже находится на автомобиле. Что с ней бывает, если, ну, прям вот оно пережило летний зной, летнюю жару. В салоне машины, наверное, бывает под 60 градусов, да, когда слишком Да. жарко. Сейчас. Так, все, значит, у нас боковые окна готовы. Вот обратите внимание. Вот она, кстати, стала такой жесткой. Да. как будто И сплавилась. с пузырями.
начинает уже. Пузыря, да, пузыри. Но, в принципе, частично свою работу еще выполняет, так что оставим так. Так, теперь переходим к лобовому окну. Мы уже накладываем, да? Ага. Так. Ну-ка, немножко. Так вот. Все, так вот. Ага. Кстати, вот клеил на Таху, по-моему, да, вторую лобовуху. Один нормальный был вот такой скотч. Да. А второй тоже черный, вроде такой же, но дубовый очень. Есть два вида. Есть глянцевая, есть матовая. Ага, надо брать. Глянцевую брать Глянцевую? надо. Вот именно такую. А матовая Не, она более. Состав клея побольше, чем у матовой А. пленки. Я еще думал, что производитель какой-то другой. Нет. Просто это более качественный, более хороший клей. у него. Больше клея, чем глянцевый, матовый. Реально быстрая работа, я даже не знаю, чем помочь. Просто можно стоять и комментировать работу профессионала. Так, вот, наверное, тут можно помочь, да? Перехватить, подержать скотч. Все приотпускайте чуть, чтобы натяжки не было. Я должен Желательно натяжку не делать. Так, тогда я передам. Хорошо. Если, допустим, посчитать вместо лобового стекла ставить, например, пленку PET, это выгодно или нет? Ну, бы я не сказал, но по цене она почти что так же будет стоить. Как лобовое, Как да? лобовое родное. Ну, она получается одноразовая, на лоб будет печка подавать больше жару, она вид начнет терять. Ну, если у человека вариантов нету, ставим. Да, то только в таком, в крайнем случае можно да, делать. в крайнем случае только. Ну, такой большая пленка PET, допустим, на всю лобовуху где-то 1500, да, выходит? Цена нет, Разная? зависит где-то 3000. 3000 даже может уйти? Ну да, это практически как лобовое стекло. Да, и по времени он много занимает, по времени да, слишком это. Ну что, друзья, практически все готово. Сейчас осталось только протереть лобовое стекло. И самый главный замер температуры сегодня вечером. Я думаю, не особо там поменяется температура на улице, но мы узнаем, насколько все вот это вот вообще влияет на температуру и климат внутри салона автомобиля. Все, да? Сейчас все установлено. Чтобы был честный у нас результат, откроем двери, чтобы воздух, который нагрелся внутри теплого гаража, он немножко вышел. Итак, время сейчас 17:15. Проветриваем машину, чтобы все было честно, все было как надо. Выйдет сейчас холодный воздух и насколько печка сможет прогреть салон, чтобы вот этот датчик, который находится на подголовнике пассажирского сидения, чтобы все это у нас правильно все зарегистрировал. Ну, я думаю, достаточно. На улице не май месяц. Также датчик, который регистрирует уличную температуру, находится сверху. Кстати, я вовремя его оторвал, потому что он практически начал замерзать. Там вода, что ли?
Время уже 17:20, меня не видно, уже ночь. В общем, в 17:20 я закрыл двери, и теперь в обычном режиме машина будет двигаться по городу, и посмотрим, как это отразится на графике температур. Так, забор воздуха сейчас идет снаружи автомобиля, то есть все замеры производим именно так, потому что, как вы помните, как вы знаете, если делать забор воздуха изнутри, то сразу запотевает окно из-за влаги. Обдув стоит на переднее лобовое и на ноги. Сейчас, так как у нас лобовуха вторая есть, то нет необходимости, как я уже говорил, обогревать эту часть салона. Мы можем направить воздух уже непосредственно в сам салон. Я думаю, это даст большой прирост. Все. Итак, время 17:47. Забор воздуха снаружи. Оставляем автомобиль на стоянку с работающим двигателем. Минут на 30-40. Ну что, друзья, датчики загружены вот в эти три графика. Соответственно, снизу временная шкала. Немножко у нас тут наложились шрифты. Это у нас с 14 примерно 00 до 18, до полседьмого вечера. И слева температурный график минус 40 плюс 60. Итак, три датчика: уличный в нижней части, средний желтого цвета салон и воздуховод печки розового цвета. Что нас здесь интересует? Нас интересует, во-первых, температура в салоне. Здесь это до установки второго лобового стекла и пленок PET, и с правой стороны мы видим после установки. Температура на улице практически не менялась, чуть-чуть, по-моему, есть какое-то потепление, но в целом держалась около в промежутке от минус 25 до минус 28 градусов. Температура в салоне, значит, вот здесь было движение автомобиля, тут небольшой рост, это я подъехал к установочному центру и, соответственно, немножко подождал в очереди, там было передо мной 3 автомобиля. Сверху видим температуру, которая дует из печки. Так, ну что, давайте начнем анализ. Значит, здесь была постановка в гараж. Соответственно, видим, что двигатель был выключен, затем был запуск. Тут я открыл двери в автомобиле, соответственно, идет понижение температуры, и потом пошел уже набор тепла в салон. Вот это у нас самый важный момент. Здесь до установки пленок PET и второго лобового стекла мы видим, что температура при движении автомобиля держится около плюс 15-16 градусов в среднем. Ну а после установки с правой стороны мы видим, что средняя температура у нас находится в районе плюс 20 градусов. Но на самом деле меня этот результат не очень сильно впечатлил, потому что температура была не такая низкая, до минус 30 даже не дошло. Поэтому в следующий раз я решил окончательно убедиться, когда чуть еще похолоднее стало, и вновь установил также 3 термодатчика снаружи, на воздуховоде печки и в салоне автомобиля. И сейчас мы ознакомимся с этими замерами. Итак, перед нами следующий график. Это другой день. Соответственно, температура упала, опустилась ниже 30 градусов.
Здесь температура в салоне розовым цветом и температура из воздуховода печки темно-синего цвета. Какой вывод можем сделать? Значит, у нас на протяжении 3-4 часов снимались данные с датчиков. И, как вы можете видеть, температура в салоне достаточно благоприятная, то есть не ниже плюс 20 градусов держится. Это вполне комфортная температура для салона автомобиля. Таким образом, мы видим, что второе лобовое стекло пленки PET, дополнительные на стекла автомобиля, увеличивают эффективность обогрева салона. Ну, с этим никто, конечно, и не спорил, но тем не менее наглядно можно увидеть, что на целых 5, а то и больше градусов увеличивается температура в салоне благодаря этим достаточно традиционным манипуляциям в нашем регионе. Друзья, раз уж мы затронули тему утепления автомобиля, то я думаю, что следующая информация будет очень полезна для всех. Испытано на себе. Конечно же, нельзя не учитывать суровые условия в нашей республике, особенно в зимний период, огромные расстояния. И поэтому сейчас мы находимся в службе спасения Республики Саха-Якутия. Рядом со мной находится Андрей Александрович, это спасатель-водитель службы спасения республики. Здравствуйте. Я думаю, что нужно дать нашим телезрителям советы, как нужно укомплектовать правильно автомобиль. Вообще, без чего нельзя отправляться в дальний путь в зимний период? Первое и самое главное. Нужно выезжать на исправном автомобиле. Это в первую очередь. Перед выездом проверить охлаждающую жидкость, тормозную жидкость. Иметь с собой топливо в 1,5-кратном превышении расхода. До какого населенного пункта вы поедете. Что-то с машиной случится, вы встали в машине, не замерзнете. Затем, ну, наши, конечно, зимы не прощают погрешности, поэтому иметь с собой обязательно теплую одежду. Это обязательно валенки, дополнительную шапку где-то, рукавицы теплые. Так как все люди уже ходят с телефонами, обязательно иметь запасную зарядку. Зачастую спасатели выезжают, последние его слова: у меня сел телефон. Также с собой иметь, немаловажно, световые излучатели. Это фонарики налобные, к ним же запасные батарейки. Они сейчас идут очень хорошего качества, с проблесковыми, с маячками, то есть где-то вас уже увидят. При каких-то экстремальных ситуациях надо в машине не теряться, не скромничать, выходить на трассу, останавливать автомобили и просить какую-то помощь. Это обязательно. При себе необходимо иметь паяльную лампу, но заостряю внимание, паяльная лампа должна быть исправная, а не просто взята у соседа. То есть проверенная перед дорогой? Обязательно, это в первую очередь. Затем спички. О зажигалках речи не идет. Все замерзает, сами в курсе. Буксировочный трос. Двойной комплект инструментов. Двойной комплект. Немаловажно. Где-то в снегу крутанули, ключ улетел в снег, вы его не видите, все, у вас встало. Руки замерзают, вы знаете, что у вас еще есть. Все. Ну, это самое основное. Еще. Ну, о водителях уже речи не идет. Пассажиры должны быть без употребления спиртосодержащей жидкости. Это, извините, почти смерть. Значит, человек, который не шевелится, пьян, он все. Вы ему не можете ни помочь, ни обогреть никак. И поэтому водитель перед выездом должен знать, дать инструктаж и проверить сам все. Ну, такие рекомендации. Ну, про аптечки Первые. и так далее мы даже не говорим. Это должно быть в каждом автомобиле. Конечно. Аптечка, Да, огнетушитель. да, аптечка. Ну, это как бы Скажите, а вот таких условиях всё. вы очень, вы спасатель с большим опытом. А в нашей республике вот какое самое наибольшее количество вот именно каких-то чрезвычайных ситуаций на дорогах возникает вот, на вашем опыте? вот я уже тут
заострил внимание на связи. То, что садятся батарейки, дополнительного питания нет у них, это уже очень плохо, потому что когда выезжаем на, значит, на поиски, первое, что мы должны разговаривать, обязательно общаться с потерпевшим. Такое иногда не бывает. До пункта назначения должны знать, где и какие операторы работают. При себе иметь данные сим-карты или телефоны, что-то. Поэтому это очень важно. И еще же, и часто появляются такие казусы, что не хватило топлива. Где-то сломались, а я заправлюсь у брата там. А до брата не доехали, и ночь стоят. Поэтому топливо обязательно в 1,5-кратно, как минимум. В основном из-за топлива и из-за связи, да. То есть это самое два таких, распространенное. да, что все, машина заглохла и никак. Друзья, ну, хотелось бы поблагодарить Андрея Александровича за полезные советы. И я думаю, что каждый, кто собирается в дальнюю дорогу, должен понимать, насколько это опасно, даже несмотря на то, что автомобиль там надежный и так далее. Может случиться все, что угодно. И самое главное, чтобы вы были к этому готовы. Испытано на себе. В зимний период автомобили содержатся в разных условиях. Кто-то держит свой автомобиль в теплом гараже, кто-то в портативном гараже, который уже известны абсолютно всем. Также известны различные электрические котлы и предпусковые подогреватели. Друзья, небольшая спешка, потому что сегодня хотелось бы рассказать вам о связке работы сигнализации 6-го поколения и предпускового подогревателя. Вот у нас стоит машина. Сейчас буквально на пару минут выскочил на улицу. Минус 47 сегодня. И так, пока все не замерзло, я сейчас вам вкратце расскажу. Значит, Е96 сигналка Starline. Запуск идет по температуре минус 30 градусов. То есть, когда температура двигателя остывает до минус 30, происходит запуск подогревателя. Она подцеплена через сигналку и, соответственно, подается сигнал на запуск котла. Вот он сейчас работает. Работает он уже в течение получаса. Вот 31 градус температура двигателя. А, нет, подождите, я же поменял настройки. Он у нас должен включиться на 40. Зря поторопился. А я не дождусь, наверное, 40. Очень холодно на улице. Но продолжим рассказ. Значит, сейчас происходит процесс разогрева двигателя. Дойдет до 40 градусов и потом подключается у нас движок. Почему поднял до 40? Потому что показалось, что при 30 еще двигатель в такой мороз не особо качественно прогревается. То есть ему надо дать, чтобы он еще хорошо прогрелся. Установленный Биршпехер гидроник 2. Находится он вот здесь за бампером. Вот. И сейчас его можно слышать и немножко видеть дым. Да, буквально я на днях поменял температуру с 30 до 40. Сейчас такую суету навел. Выскочил из дома, потому что температура с 25 быстро достаточно поднялась до 30. Вот. Так, пока зайду в подъезд, подожду хотя бы, подождем до 38 градусов. Вы спросите, зачем вот эти подогревы? Ну вот в отличие от этой машины, Toyota Corolla, сами понимаете, машины немного разные. И еще в той машине не очень текучее масло залито. Поэтому я стараюсь ее сильно не замораживать. Так, несколько минут прошло. Температура 38 градусов двигателя. Напряжение аккумулятора 12,2 вольта. Приемлемо, нормально.
Так, температура потеплела, стало минус 46. Ну что, пойдемте на улицу, дождемся запуска двигателя. Ну, вообще, в Якутске очень распространены портативные гаражи. Наташа вот за моей спиной можете видеть. То есть машина находится под таким автоодеялом очень большим. Выведена трубка для отвода газов. И, соответственно, на автозапуске где-то, ну, все по-разному стоят, от минус 5 до минус 10, там, может быть, даже 15, не знаю. И вот в такие морозы машина заводится где-то, ну, 1, может быть, там 2 раза по температуре. Здесь у меня вышло сегодня в эту ночь, вот где-то около 45-47 градусов, машина запустилась 1 раз. Но она работает достаточно такой продолжительный период времени, потому что предпусковой подогреватель работает около 40 минут, пока не нагонит температуру двигателей. Потом запускается двигатель и работает где-то около часа. Но как бы это такая схема только на самые морозные дни, когда вот ниже 40 градусов температура. Первоначальный нагрев идет достаточно быстро. Вот сейчас стало 39 градусов. 39. И достаточно медленно набирается дальнейшая температура. Еще раз повторю, что... Так, ну вот, запустился двигатель сразу с первого раза. А вот, кстати, стоит, по-моему, микроавтобус, под одеялом работает. Но я думаю, в такие морозы все средства хороши. То есть, если, например, аренда гаража в центре города Якутска там стоит около 20 тысяч рублей в месяц, я так примерно посчитал, то установка вот этой системы связки сигналки 6-го поколения и Бершпехера где-то окупается за 1 сезон, то есть за 1 зиму. Ну а учитывая, сколько работают эти котлы, например, на вот этом автомобиле установленный Webasto стоит, значит, уже 5 лет. 5 лет без всяких нареканий. То есть, что касается котла, там никаких таких проблем не возникало. Также существует возможность после того, как двигатель запустился, предпусковой подогреватель, он еще работает. То есть он еще помогает догревать двигатель, потому что, допустим, поступает масло холодное из картера, тот же антифриз, который находится в радиаторе. И до определенной температуры можно настроить работу. И после того, как доходит, например, там, до 50 градусов, котел отключается, и далее уже автомобиль работает в штатном режиме. Ну, вообще, система находится в таком испытательном варианте. То есть я как-то вот эту функцию сейчас еще изучаю. Там нужно подобрать определенные температурные режимы, при скольких градусах, допустим, оптимально запускать автомобиль. Ну, мне кажется, если учитывать то, что все температурные то есть термометры в автомобилях рассчитаны до минус 40 градусов, ниже минус 40 они просто не показывают, то запускать двигатель, предпусковой подогреватель в минус 30, то есть не давать двигателю остывать ниже этого параметра, я думаю, неплохо. Еще раз повторю, минус 30 по сигналу от сигнализации запускается котел. Котел работает, разогревает двигатель до плюс 40 градусов. На это у него уходит в такую температуру, в минус 45,
где-то около порядка 35-40 минут. После этого запускается двигатель, который, соответственно, восполняет энергию, которую потратил аккумулятор. В свою очередь он его и подогревает, все находится в подкапотном пространстве. И в течение часа нагревает сам автомобиль. Получается, в эту погоду котел сработал ночью один раз. Был он, автомобиль, выключен вчера 23:00. Запуск был около 5 утра. И возможно, что, может быть, ночью было теплее, потому что сейчас запуск пошел после 9 утра. То есть там где-то прошло около 4 часов. Вот. Ну, в принципе, я думаю, неплохой результат. Будем еще следить, смотреть. Это как бы это не типично для использования предпусковых подогревателей такой. Это, скорее всего, индивидуальный какой-то подход. Но, тем не менее, система тоже имеет место быть. Я напоминаю, что в случае вот с этим автомобилем, сейчас который появится, с этой машиной, с Toyota Corolla, то есть она вот так вот просто стоит, замороженная, когда нужно, ее запускаем. При зимней эксплуатации автомобиля в связке сигнализация предпусковой подогреватель нужно учитывать также объем двигателя. В моем случае автомобиль имеет объем 5,3 литра, что в связке с утепленным подкапотным пространством дает достаточно длительное время охлаждения двигателя до температуры срабатывания автоматики. То есть при температуре минус 40 между запусками автомобиля для прогрева проходит около 4-5 часов. Я надеюсь, что в этих выпусках вы подчеркнули для себя много ценной информации. Желаю всем автомобилистам удачи на дорогах, незамерзающих автомобилей и успехов в наступающем новом году. До новых встреч в эфире. Испытано на себе.